Здравствуйте, в эфире программа «Новости 7». Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных и интересных событиях минувшей недели. Президент России Владимир Путин на неделе вручил государственные награды выдающимся россиянам. Торжественная церемония проходила в Екатерининском дворце Кремля. Среди лауреатов известные академики и дипломаты, политики, знаменитые деятели культуры и бизнеса, образования и медицины. Всего 40 человек наградил президент России и главу Чечни. Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден почета. Указ о награждении был подписан еще в марте. Высокой награды чеченский лидер удостоен за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Если мы говорим, что это орден почета, то, следовательно, это проявление высшего уважения, искреннего уважения государства к отдельно взятому человеку. Олицетворением государства сегодня у нас является национальный лидер народов Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который как раз это высшее проявление своего уважения оказал одному из своих самых верных соратников, своих помощников в лице Рамзана Ахматовича Кадырова. Это самый жесткий, самый весомый, самый конкретный и просто-напросто уничтожающий нашего идеологического противника факт, который еще раз подтверждает высшую политическую востребованность такой политической фигуры, как Рамзан Ахматович Кадыров. За все время политической деятельности Рамзан Кадыров удостоен множества наград, среди которых такие, как звание Героя Российской Федерации, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орден мужества, медаль от Министерства обороны за возвращение Крыма, медаль за отличие в охране общественного порядка, медаль Совета безопасности России за обеспечение национальной безопасности, орден доброты от Национального фонда общественного признания, почетная медаль за заслуги в деле защиты детей и ряд других государственных и общественных наград. Широкую огласку на этой неделе получил, пожалуй, самый нелепый рейтинг в мире. О нем поведала некая английская консалтинговая компания Where is Maplecroft. В нем сказано, что столица Чеченской республики Грозный является небезопасным городом, наряду с Луганском, Донецком. Совершенно непонятным остается одно: по каким критериям велся отбор. Абсурдным этот рейтинг считают не только местные жители, но и многочисленные туристы, которые посещают республику бесконечным потоком. Их беззаботно гуляющих по улицам можно встретить в любое время суток и в самых разных частях республики. Те, кто сравнивают столицу Чечни с городами, где разворачиваются военные действия или процветает преступность, явно не потрудились узнать подлинную ситуацию. Встает вопрос, а было ли им это нужно и какие цели они преследуют. В ситуации попытался разобраться наш корреспондент Магомед Салтамурадов. Не иначе, как провокация, рейтинг самых опасных городов мира, представленный на неделе британской аналитической компанией Where is Maplecroft, и не назвать. Как столица Чеченской республики, город Грозный, который по уровню прозрачности управления, эффективности деятельности властей, культурной жизни и, в конце концов, экологии считается одним из ведущих в России, вдруг по волшебному мановению палочки британских аналитиков попал в список самых опасных городов мира для проживания, непонятно. В топ-64 особо опасных мест на Земле, по мнению так называемых британских экспертов, вошли 27 городов из Ближнего Востока. Кстати, первое место занимает Багдад. 19 азиатских мегаполисов, 3 европейских города – Луганск, Донецк и даже Грозный, который считается одним из самых безопасных в России. Еще 14 строчек в рейтинге занимают африканские города. А вот от западного полушария, которое охватывает несколько континентов, в группу риска почему-то вошел только один колумбийский город Кали. Хотя криминогенная обстановка в этой части света одна из самых напряженных в мире. К примеру, чего стоит только Рио-де-Жанейро, в котором ежегодно совершается огромное количество преступлений. Туристический центр на Тихоокеанском побережье Мексики Акапулько, где уровень преступности настолько высок, что по своему рейтингу он обошел даже иракский Багдад, лидирующий, по мнению той же Where is Maplecroft. Сан-Педро-Сула, который считается наркостолицей планеты. Да и в целом Южная Америка до самого последнего времени славилась своими частыми насильственными сменами власти. Всего этого авторы рейтинга почему-то не заметили, либо не захотели, а может это для них и не совсем важно. По версии Where is Maplecroft, спокойно и Европе, кроме Луганска, Донецка и Грозного, конечно же. И если в Луганском и Донецком еще все понятно, то наличие столицы Чеченской республики в топе 64 самых опасных городов на свете по меньшей мере смешно.
хорошо, так как даже Париж, который известен наличием целых преступных районов, куда даже полиция никогда не заходит, занял в этом рейтинге только 97-ю строчку. Еще один интересный факт, на какое место определили авторы британской консалтинговой компании свою столицу, Лондон, который в этом рейтинге занимает 400 место. Ничего бы, да вот факты говорят о другом. Аристократическая и миролюбивая столица Великобритании за последние 10 лет побила все рекорды по количеству совершаемых преступлений. За это время уровень криминогенной обстановки увеличился на 77%. Страну признали самой криминальной в Евросоюзе. И стоит напомнить, что еще совсем недавно здесь тоже звучали взрывы террористических актов и нападений. Отношения официального Лондона и Северной Ирландии были, как показывает история, мягко говоря, натянутыми. Нужно призадуматься, объективен ли сам рейтинг в целом. 15 лет назад Грозный еще мог бы по праву попасть в этот список, но сегодня, когда от разрушительных войн не осталось и следа, город развивается, считается одним из самых красивых и безопасных в стране, притягивая многочисленных туристов со всего мира. Составленный рейтинг выглядит совершенно нелепым. Я люблю дом. Какой? Вон такой. А здесь красиво, тебе нравится? Хорошо. Мы приехали экскурсией из республики Саха-Якутия. Но нам было очень интересно посмотреть, как сейчас выглядит Грозный. Даже сейчас не верится, что здесь были какие-то боевые действия. И, как рассказывают экскурсоводы, 98% было разрушено. Я сам по профессии строитель, да? И вот то, что за такое короткое время отстроили с таким качеством, конечно, это очень впечатляет. Вот я первый раз в этом прекрасном городе, меня поразило. Необыкновенная красота этого города. Вот мы проехали по центральной улице. Обширное такое пространство, все застроенное домами. Кругом такая панорама открывается, великолепная, чудесная. Просто не ожидала. Я восхищена. Впечатления, конечно, незабываемые. Особенно мечеть, особенно память Кадырову, старшему. Особенно эти многоэтажки. Чистый воздух и необыкновенная чистота. Мне лично это очень импонирует и очень нравится. Я считаю, что здесь безопасно на такой же уровне, как в любом областном центре нашей России, по Волжье, на Урале и включая Москву и Петербург. Приехал из Ростовской области, с города Ростова-на-Дону. Здесь, в Грозном, уже учусь 3 года. Учусь в Грозненском Суворовском военном училище. Это очень хороший, веселый город, где созданы все условия для детей, развлечений. Мы приехали из Донецка. Всем известно, что сейчас там идет война, да? И мы видели все, как взрывается, как погибают мирные жители. И здесь такого нет. Здесь безопасно. Мы спокойно. Вот сейчас мы пришли в кафе, мы сидим. Мы хотим сейчас сходить в кино. Очень много дружим мы с местными жителями, с чеченцами, да? Мы нашли себе здесь работу, мы нашли себе здесь жилье, нам помогли совсем. То есть мы очень довольны. Спокойно, безопасно, тихо, и самое главное, здесь могут быть и жить люди разных национальностей и разных вероисповеданий. О том, что здесь какие-то беспорядки, это все абсурд, это вообще ровным счетом абсурд. Полностью. Вот мы, допустим, представители христианской веры. Я здесь спокойно, вот я христианин, я спокойно могу здесь ходить в церковь, она здесь есть. Могу там спокойно поставить свечи, у нас по обычаям там так положено. Здесь регион спокойный, есть все возможности для того, чтобы здесь завести семью, обрести жилье и воспитывать своих детей. Тем более все условия у вас здесь позволяют этому. Во-первых, человеку, который приедет из другого города, из другого региона, здесь будет интересно. Почему? Республика очень красивая. У вас сколько исторических мест? У вас жил и Лермонтов, у вас жил и Толстой, Пушкин, и Дюма, и Комаров, летчик, приезжал сюда. У вас есть уникальное озеро Кизинуам. В каждом районе Чеченской Республики есть достопримечательности, которые стоит посмотреть. И я не знаю, сколько лет это надо, чтобы объездить всю республику и посмотреть. И вопрос безопасности, куда бы мы ни приезжали, не смотрели, нас везде принимали гостеприимно. Вопрос обеспечения безопасности, да и вообще общественного правопорядка столицы Чечни давно уже не актуален. Об этом говорят и специалисты, и гости за рубежа, не раз бывавшие в Грозном. Можешь с уверенностью сказать, что благодаря совместным усилиям Федерального центра и властей Чеченской Республики удалось сделать город Грозный и Чеченскую Республику самым безопасным регионом страны. Складывается ощущение, что ряд рейтинговых агентств не оценивают ситуацию, которая есть на сегодняшний день, а живут пережитками прошлого. Лучшим показателем деятельности сил безопасности и
правопорядка в регионе является сотни тысяч туристов, ежедневно посещающих город Грозный. Лучшим доказательством того, что в городе Грозно можно жить спокойно и уверенно, служит то, что я из московского региона, перейдя сюда на другую работу, перевез с собой семью, и живем мы не в каком-то закрытом квартале с какой-то круглосуточной охраной, а живем в обычном районе города Грозного, в обычном доме. Я лично часто оставляю где угодно машину, не закрываю. У нас нет ни одного единого случая, чтобы у нас был зафиксирован угон. Город Грозный самый безопасный город не только в России, но и в мире. Слов нет вообще, как можно внести в этот город, вообще Грозный, туда, вот в этот список, конечно, нет. Все великолепно, все очень красиво. Просто вот мы даже не ожидали, нам рассказывали, конечно, мы вообще не ожидали, что здесь до такой степени все идеально прям вот. У меня остались очень теплые впечатления от Грозного, чувство безопасности. Ночью мы спокойно гуляли по дороге в гостиницу, и определенно складывалось впечатление, что твоя семья может спокойно жить в этом городе, и тебе не придется переживать за нее. Возможно, время, которое я там провел, было самое лучшее. Количество туристов в республике растет с каждым годом. Только в прошлом году регион посетили больше 40 тысяч человек. Одного только этого факта вполне достаточно, чтобы развеять миф о Грозном, который в черном рейтинге занимает 54 место среди городов, чрезвычайно опасных для проживания. Впечатление переполняет сердце. Это, вы знаете, вот после войны так отстроить все. Какой у вас сильный народ. Какой у вас молодец, глава республики Кадыров. Какой он молодец. Как политик умный и как хозяйственник хороший. Я хочу показать своим землякам, какие здесь мечети, чтобы показать, к чему надо стремиться. У вас это, просто... очень хорошо, очень здорово. Красоту столицы Чечни, гостеприимство жителей республики отмечают и представители ближнего и дальнего зарубежья. Регион сейчас является одним из самых привлекательных в плане вложения инвестиций. Город Грозный является одним из красивейших городов не только в России, но и в мире. Очень интересное место для туристов. Они могут посетить этот город. Сегодня Чеченская республика, она создана очень хорошая атмосфера в Чеченской республике, что эта республика развивается. Значит, очень много и исторических памятников в Чеченской республике, насколько мы знаем. И очень хорошая, инфраструктура создана, туристическая, чтобы люди могли приезжать в этот регион. Это новый миф о Грозном, который в черном рейтинге занимает 54 место среди городов, чрезвычайно опасных для проживания, и который теперь хотят раскрутить различные европейские компании. По словам специалистов, больше похож на политический заказ. На мой взгляд, да и по мнению ряда экспертов, подобные рейтинги достаточно часто бывают сильно политизированы и отвечают на запросы какой-то определенной группы людей. Вторым моментом, на мой взгляд, является, что подобные рейтинги должны носить более комплексный характер, а не использовать всего лишь несколько показателей или критериев. В этой связи, мне кажется, что нашим коллегам стоило бы при анализе использовать более широкий перечень данных. И, конечно же, стоило бы в ряд городов самостоятельно приехать и в таком режиме уже принимать решение о ранжировании. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Более того, не знаю, насколько этот рейтинг в данном формате может быть используем как его позиционируют создатели, для анализа и формирования там инвестиционной политики крупных транснациональных компаний. На сегодняшний день говорить о том, что Грозный является одним из городов, которые попали, в рейтинг городов с наибольшим уровнем опасности, но это, по крайней мере, не объективно. Проживая на территории Северного Кавказа, непосредственно в близости от Грозного, часто посещая этот город, можно говорить лишь о том, что город Грозный на сегодняшний момент один из самых спокойных городов Кавказа. С этим, уже согласны и достаточно большое количество туристов, посещающих этот город, и эксперты однозначно об этом выражают свое мнение. Здесь виден очередной след политики западной, по-разному можно ее назвать, которая диктует России условия, навязывая такой статус диктатора, статус агрессора, статус страны неспокойной. Да? И Кавказ, он в очередной раз является таким лакмусовой бумажкой для того, чтобы показать, что Россия выбирает неправильную политику,
не устраивающую политику, да, нужно создать фактор риска, фактор опасности. На сегодняшний день, так как и лидер у Чечни достаточно сильный, достаточно активно выступающий за политику России, пропагандирующий, да, там, решения, проводящий решения президента, первого лица страны, выбрана была эта мишень. Положение Грозного в этом рейтинге, оно связано с тем, что хотят перенести внимание с Украины, с Новороссии и с проблем, которые там существуют у украинской власти, на Кавказ, который давно уже является мирным, но вот, по-видимому, в представлении этих, так сказать, горе-консультантов и консалтинговых-аналитиков он все еще представляет из себя какую-то там горячую точку. С другой стороны, хотелось бы отметить, что, по всей видимости, еще и вот специалистам этой консалтинговой компании не дают покоя лавры британских ученых. Мы знаем, что такой мем существует в интернете. Британские ученые — это некоторые такие люди, которые все время изобретают какие-то совершенно непригодные в жизни ненужные вещи, делают совершенно неожиданные и ненужные исследования. В частности, они исследуют вопрос, как влияет цвет формы футбольных игроков на исход матча, например, или выискивают идеальную форму, идеальную пропорцию снеговика, или пытаются математически объяснить, что из себя будет представлять идеальный сэндвич. Вот, собственно, такие британские ученые. И теперь мы знаем, что, по всей видимости, существуют аналогичные британские консультанты. Это и неудивительно, ведь эта аналитическая компания, хоть вроде как и не правительственная, тем не менее в определенных кругах считается собачонкой на коротком поводу у Госдепа США, политика которой в отношении России и Чеченской Республики всем и без того понятна. В том, что рейтинг британской компании абсолютно не обоснован, нет никаких сомнений. Тем более нелогично было ставить активно развивающийся регион с современной столицей в один список со странами, в которых до сих пор идет внутренний конфликт, а некоторые и вовсе переживают военное время. Да и профессионализм тех, кто составлял его, на взгляд специалистов, оставляет желать лучшего. Ведь прежде чем составлять подобный рейтинг, необходимо детально ознакомиться с ситуацией. Сотрудники компании Where is Maplecroft, очевидно, такого принципа не придерживаются. Магомед Салтумурадов, Ислам Цамаев, Новости 7. Глава Чечни возглавил региональное отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». По этому случаю в Грозный вместе со своей командой прибыл Александр Залдастан, более известный по прозвищу «Хирург». На торжественной церемонии вступления в клуб Рамзан Кадыров принес клятву быть достойным представителем этой организации. Ему передали клубный жилет и официальную символику «Ночных волков» – флаг со специальной атрибутикой. В сообщество байкеров также вступили руководитель администрации главы правительства Магомед Даудов и мэр города Ислам Кадыров. Но еще до этого они все вместе провели мотопробег по главным улицам и проспектам городов Чечни. Слово нашему корреспонденту. Дорогих гостей из Москвы Рамзан Кадыров встретил в аэропорту столицы. Это не официальный визит, а встреча близких людей. Прямо у трапа самолета лидера старейшего в России байкерского клуба Александра Залдастанова и его соратников ждут их железные кони. Сейчас в Грозном, конечно, не очень обычно, прилетели на самолете, но тем не менее, я сейчас понимаю, что, наверное, лучше нам было это сделать, потому что все готово, весь коллектив, все ребята, все, сам президент республики, и даже мотоциклы для нас тоже готовы, на которых мы можем ехать. Поэтому, такое, может быть, этой весной какая-то новая точка отсчета для «Ночных волков». Она будет сегодня поставлена здесь, в республике. Этой весной «Ночные волки» стали настоящими героями. Очередной пример любви к родине и истории ее народов они продемонстрировали в ходе своего многодневного мотопробега, проделав непростой путь от Москвы до Берлина. Несмотря на все препятствия антироссийски настроенных сил, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне им удалось напомнить европейцам, кто освободил их от фашизма. Реальной полной победы еще в 21 веке, в 2015 году от Рождества Христова, что называется, знаете. То есть, действительно, все, колонна из 15 мотоциклов превратилась в 3000. И где-то превратилось в несколько десятки тысяч людей, которые пришли в технопарк встречать «Ночных волков». Ничего не помогло этим русофобам, да, относительно нашей поездки. Не вышло их ничего, не получилось. Наши предки доказали, что у нас все получается. А когда братья едут, там, почтить память, там, показать всему миру, что у нас все народы едины, там, политические игры, это понятно, там, я
абсолютно не было сомнений, туда наш представитель, он с ними, со всеми, так сказать, в нормальных отношениях, потому что любые конфликты связаны с не только чеченцами, с мусульманами, он налаживает на месте. И приятное мероприятие было на нашем там угодное для всем, да, нам угодное для этого. Поэтому не было сомнений, он показал себя как политик, дипломат и как настоящий достойный Российской Федерации. С аэропорта мотоколонна во главе с Рамзаном Кадыровым и Александром Залдастановым двинулась к центру Грозного. По пути их встречают жители и гости столицы. Это не первый визит участников мотоклуба в Чеченскую Республику. «Ночные волки» неоднократно проводили в регионе фестивали. Сейчас отделение клуба функционирует в 33 городах России, а также Белоруссии, Латвии, Македонии, Сербии, Болгарии и Германии. Участником клуба является и чеченский лидер. Главная цель визита «Ночных волков» в Грозный – официальное открытие отделения клуба в Чечне. За 20-летнюю историю существования у клуба сложились свои традиции, которым свято следует. И каждый, кто вступает в ряды мотолюбителей, обязательно должен принести клятву. Первым ее прочитал Рамзан Кадыров. Я с удовольствием вступаю в ряды «Ночных волков», и я люблю эту организацию, уважаю в принципе. Поэтому я зачитаю клятву. Вступая в тропу «Ночного волка», беру на себя обет верности и преданности клубу «Ночные волки», подчинение его законам и дисциплине. Эта торжественная присяга обязуюсь, не жалея сил, перенося тяготы и лечения, укреплять позиции клуба, усердствовать в строительстве его образа. Я согласен и полностью разделяю идеи клуба, основанные на патриотизме и служении матери России. Я готов ради клуба на поступки и действия. Если когда-либо я совершу поступок недостойный «Ночного волка», обязуюсь вернуть собственность клуба беспрекословно и никогда не нарекусь иным именем. Вслед за главой региона в клуб вступили руководитель администрации главы и правительства Магомед Даудов и мэр столицы Ислам Кадыров. Еще одна важная традиция – церемония вручения жилетов клуба. Кстати, они тоже делятся на категории. К примеру, самый ценный – это жилет полных цветов. Он может принадлежать избранному ночному волку. Учитывая то, что перед нами руководитель республики, учитывая то, что он герой России, который действительно всей своей жизнью и своим подвигом на своем месте доказал право быть первым не только в республике, не только, может быть, даже в масштабах России, эта личность, но еще она доказала свое право иметь клубный жилет сразу с полными цветами. И это было принято у нас клубным собранием всего мотоклуба «Ночные волки» всей России практически единогласно. Мы это будем ценить, не только я, и отделение наше, все они достойно будут нести знамя «Ночных волков». В чеченском отделении «Ночных волков» пока состоят 18 участников. Все они принесли клятву верности принципам клуба и получили жилеты. Они как символ, по традиции «Ночных волков», их нельзя даже давать мерить другим. Не просто жилет, который мы купили. Это труд людей, это патриотизм, это духовность, это дух России. Поэтому надо относиться ко всем, что мы делаем, да, серьезно и проверять надо везде. Отдел жилет, уже ты должен нести ответственность за это. Поэтому мы сегодня провели такую первую процедуру. Наши ряды будут пополняться. И граждане России, не только граждане России, но и Европа показала, как они относятся к России, как они относятся к «Ночным волкам». Мы это видели. Поэтому мы должны прибавляться и не только там добавлялись головы, а дух, патриотизм, любовь к родине. Это самая главная цель. Если даже нас будет
10-20 это хватит для всех. Главное, чтобы мы были вместе. Единство самое главное. Глава Чечни получил в подарок флаг «Ночных волков». Свой атрибут теперь и у лидера регионального отделения клуба. Исторический момент запечатлела фотография на память. Это носит еще символическое значение, вот то, что мы делаем. Мы сейчас в особую эпоху живем в России, когда Россия объединяется, когда она становится уже державой. То, чего мы так долго ждали, сейчас реализуется. Символ того, что мы вместе, что мы одна страна. Вот. Вне зависимости от того, какого вероисповедания мы и где мы живем на территории России. На второй день пребывания глава республики пригласил теперь уже товарищей по клубу на шашлык. За застольем «Ночные волки» рассказали, как их встречали на улицах городов Европы, где само население приветствовало российских байкеров с цветами. И такой встрече не могли противодействовать даже действия местных проамериканских властей. Время на природе пролетело незаметно. Традиции гостеприимства показали и танцевальные коллективы республики. Шашлык, рыбалка и природа. О таком спокойствии участникам клуба из Новороссии, которые приехали вместе с руководителем «Ночных волков» в Чечню, на родине пока приходится только мечтать. Как отмечают ребята, здесь они увидели настоящих патриотов, и им есть к чему стремиться. Действительно, здесь была беда, та же самая, которая дома сейчас у нас. И то, что мы здесь сейчас видим, это и есть победа. Это восстановленная и дороги, и инфраструктура, и жизнь людей нормальная. И просто вот дети, которые сейчас танцевали, ну, детей же не расскажешь им, не заставишь взгляд их поменять, а в глазах это видно, что это любовь. И еще знаете, что здесь видно, что здесь живут настоящие патриоты. Провожая друзей в дорогу, Рамзан Кадыров отметил, что впереди еще много работы во имя мира и спокойствия России. И с выбранного курса мы не свернем. Я уверен, что большинство наших граждан, не только России, и зарубежья, поддерживают эту идею. И мы видели, когда была такая акция по Европе и по России, как нас поддерживали и в Германии, и в Питере, и везде, это не имеет значения. Народ, простой обыватель и жители государств, общества полностью поддерживали идею хирурга. И они поддерживали, даже есть записи, где они кидали цветы, где приносили, так скажем, флаги России сами, где поддерживали, принимали на ура всю акцию. И поэтому я вместе, так скажем, с хирургом и клуб для это так патриотическое, мы еще сделали шаг вперед в патриотическом плане. Мы объединились, и нас никто никогда не может разделить. Мы граждане России, это наша родина, не имеет значения русский, ты чеченец, ты мусульман, христианин, еврей, мы все вместе, и кто любит Россию, это наш человек. Он действительно есть волк, он есть патриот, и он все. Мы должны обеспечить безопасность, мы должны поддерживать нашего лидера национального Владимира Путина, мы должны обеспечить безопасность. Вот мы видим, если нет лидера, если нет окружения, что получилось в Украине. Вот то же самое мы не хотим, чтобы у нас было. Мы больше, так скажем, байковский клуб, мы больше, чем мотоциклисты, мы действительно являемся патриотами и защитниками нашего Родины. И вот колонна отправляется в аэропорт. В расширении и сплочении команды байкеров России сделан еще один шаг. Уже в аэропорту Грозного Александр Залдастанов отметил, что в столице Чечни планируется создать целый мотоциклетный центр, который станет своеобразной площадкой для всех любителей байка и всех патриотов страны. Новая точка отсчета, в том числе и связанная с именем клуба. И конечно же, огромное такое символическое значение. Вот открытие нашего отделения в Чеченской Республике, да еще связанное с личностью Рамзана, с моего друга, и теперь уже я могу сказать брата, вложив всю глубину этого слова. Это сплочение такое не только вот пусть через нашу культуру, но сплочение всей страны. Это когда, знаешь, в тяжелый момент, когда это происходит, это понятно, что это уже надолго, это навсегда.
На своей странице в интернет-приложении Instagram хирург отметил, что роль Кадырова в процессе сплочения и единения народа в России неоценима, и он горд тем, что они в одной команде. Цитата. «Роль Кадырова в этом объединении очень велика, ее сложно переоценить. От его поступков многое зависит. Рамзан на посту каждый день как на войне, на защите Родины. Он воин». Ваид Дадаев, Ясмина Гацаева, Абубакар Абазов, Новости 7. Простились со школой и жизнь беззаботной. Последний звонок в этом году прозвучал для свыше 35 тысяч учащихся. День, который без преувеличения каждый помнит, пожалуй, всю жизнь. В республике отметили с большим размахом. Однако расслабляться выпускникам еще рано. Впереди самая важная цель – сдача единого государственного экзамена. Последний звонок для многих из них – грустный праздник, поскольку в родные стены школы в качестве учащихся они уже не вернутся. О том, как прощались со школой, в репортаже Мадины Кубой. Накануне для российских выпускников прозвенел последний звонок. По данным Минобразования страны, в этом году школу окончили около 700 тысяч учащихся, в их числе и чеченские ребята. В разных уголках республики в небо взлетели белые голуби, символизирующие мир, чистоту и добро, и разноцветные воздушные шары. С таким значимым событием выпускников поздравил и глава региона. По традиции, на последний звонок Рамзан Кадыров пришел в свою родную школу в Центарое. Почетных гостей поприветствовали национальным танцем, который исполнили воспитанники Центра народного творчества Курчулойского района, после чего прозвучали гимны России и Чеченской Республики. В этих стенах вместе со своими сверстниками учатся и дети семьи Кадыровых, активисты школы. Одна из дочерей Рамзана Ахматовича, Хадижат, выступила ведущей праздничной линейки. Добрый день, уважаемый Рамзан Ахматович. Здравствуйте, уважаемые гости. Рамзан Ахматович, Сегодня виновники торжества 11-й выпуск школы имени легендарного человека, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Центароевскую школу номер 1 имени первого президента в этом году окончили 47 человек. Это 2 11 класса. Позади учебная пора, и только в эти минуты понимаешь, насколько стала родной дорога в школу, по которой ты уже не пройдешь с полным портфелем книг, показывая свою недетскую серьезность или же озорное настроение. У нас прекрасные воспоминания останутся в школе. Сегодня мы прощаемся с школой, и у нас сегодня радостный день, но и в то же время грустный. Но мне хотелось бы поблагодарить нашего директора Зарят Салмановну и учителей за то, что они так хорошо к нам относились, терпели нас, но все-таки грустно, что сегодня мы прощаемся с школой. Мы гордимся, что мы выпускники этой школы имени Ахмата Хаджи Кадырова. С первого класса дюшу, инцайтов класс якнаили. Док дазалду Ахмат Хаджи школа яканялан. Сун барка алурдар Кадыр яктрин Зарят Салмановна. Цуото иш барт болш гылк хюш тон иш ко тагитдан. إيش بركل على الوردر سون تحية هرقاش طلعوش إكزامي سنجتو ديش تون تيجوا واحدش عشبول так со إن شكول يحكي شو تحكي دا نديزاينر ديش يغيال فرداشو. У них был немалый стимул, чтобы отучиться на отлично. Каждый из них понимает, что они представляют школу, где учился один из самых известных политиков современности, первый президент Чечни Ахмат Хаджи Кадыров. Отдавая дань памяти известного односельчанина и героя нашего времени, выпускники возложили цветы к мемориальной доске Героя России. Школа, внимание! Возложение цветов к мемориалу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Впереди этих ребят ждет взрослая жизнь, которая требует большей ответственности. И оценки уже будут ставить не учителя, а все общество. Свои уроки преподнесет и жизнь, полная каких-то хлопот и счастливых моментов. Специально для выпускников здесь прозвучала песня о школьной жизни в числе исполнителей и дочь главы республики Табарик Кадырова. Значимым моментом для выпускников стало выступление Рамзана Кадырова с напутственными словами.
dolcena dona och ju där var skola. Istone. Kunde det inte vara för och en massa nada. Jag har مخلويز بس يوح مخلويز ويقول وانا خوش اشتبوا جاسد دون اش اول دونه وبوقت مولد بين والخلق يرى مو ذاك دونه ولا بيسفل اوش يلا قرا دونه استعوي لا طلع حدوش تو ذاك سوين بيتنا بوسكم يا ادي داخل يكسيده ادي داخل دونه ساعات بومبو شبيركت يخريد دونه هي قالوا ساعات تنخ och vi dagen doktor och då där dagen tack och jag spеш ويرتر يحيى وصل انت بوسو في حلقه ويبل وما وسع على السته وعام على الغلط وبدا ودعش كوش دون سيرش شابني شي دون بنودش يحيى يمن سوبر دوش دون فوق من بيشي بس مثلا ما طبعا وي يا دعش وش بو يرتر يحور بيشي ولا على بيشي شابني كده دون وخوش دربال يقلوا السعادة بابا ناوش شين وقت بيزرس أم بيزرس دونه شين دوين اللي تين دونه أكا شين دوستو هاي ركيتم تين أكا هاي قلتي مش بول دونه يا يشبو بس يكون دوتشن أجي شو تصحى دونه هيش يشتو يشاب الشنش بكون وين شيء جان بريمير يأتي يعمل مكو بحال شين يقوي خاصة ويش بحال شين يقوي غير ويش أخبي دونه وون خروات ويوز خروات أعمل عشان دوش خزوس وشنا خزاك الدراغيت وخ تك مخروا وون مخروا عايش وبدوت شو ليلة سبير سين نور وشو ليلة يورتو ليلة ضي وون ليلة بخ وليلة سواتون عشان سمع عنه تتابع طبعا بكري حلق شيء شو يشوش لارع نور ولارع يورت لارع وقت لارع أكتر على شو دونه ولا خوي بس يحكي شلونه يقول شو دوز بتاع الضفنا شنو ما يقدر ويتانا ويبقى بوقتي مش ممكن سن هذا نشر شيء إذا بقول لك بوش البيت إذا بقول لك وضعنا أفرس نسل يعني ويا دعنا تنشر شكابة تاعها تريد تشيس تيسش أفرس شابش بيل شابش نباتهم وين مليون تريد سبت تشيس دون تريد نسل يعني ويا إذا دعنا بوقتي هو كان دوش هلك يشتغل كذا أعمل حاجة يقطع عن تشكيل حد على يوني حاول يخلطونه تعمل له أنت ريست شيء دعنا سمت شيء تيسش دعنا نسل يعني أوش كده دعنا أو يدو حق عدو شيء نحضرنا ويجوج لصوت دعنا ويجيب صوت دعنا سافرس ليش داسر كين صوت إن أتصل دعنا ويبخع بيش دعنا حقي نقوم لا نقوم بعمل دعنا وين أكثر بوقت باش يشاد ويش أحد دعنا ويبخع كلا دعنا وانبر بيت أكتب دعنا أدري داخل دعنا يشخص يشتري دعنا بيراميد كشتان بيني باش مش مشكور دعنا اليوم سبارتي نقول فلاك دعنا أوش يعني بيخلط دول سيجار وبيج أو ناوستي ويش وبيج أو دون فترة وش بيحلو دون درسونا مثلا دون ومحكم يلا تحويج وصلوا بيرن دون ده دق دون أتوب ولا لا دون أخذ ده مصوبوش والله غير دون وإنت وش بلاش تركب يعني أو كذا دون ويت دوش وين دوش وين دون ديت دوش وين ده مصو إسموش مكان دون غير دون ده برتع بيش كيس ده دون زاريت مثلا في دير يسكون دون ده غير وسيل غير مثلا دون ربيت أشلون يا دون خجع شوف عشان بريش يسافر حياة الغرب ينسي سحياة الغرب دون ده بيش دون خدا خدا خير شنو دون خان تعبان لي دون شكول بيزر كده بيش دون شكول عبور كل حياة الغرب خير بول بيش بيزر كده بيش دون أنا هوكا دوست الحال دون ويرتاحين صع شيء شكول كلش يوم شكول آخر كنسي دون ويتعيد شيء دون شيء كلاسي لا حد يبغى بيش يوم كلاسي بيش دون ده مرة أقصى ولا وبتسأل بريد استوى أخا هون ويجي بوق دون أجيب شكول في خدمة يوم مثل بوق دو دون ده أبوسلو بيشيل بوق دون ده هو أنا خاخ دون ده مرة هو دون ده عم يلعبني ما تساعدني دوس كمان وقيل دون حال تاني لا تقول لا تقول Затем слово дали тем, кому предстоит учиться дольше всех, первоклашкам. В новом учебном году в первый класс планируют принять более 150 детей. Это целых 6 классов. Праздник грустный и веселый, день последнего звонка. Вы прощаетесь со школы и волнуйтесь слегка.
ради вас. Шагать вам дальними путями, не перед чем не уступать. И все намеченное вами пусть будет сделано на 5. Будет трудно, будет больно, будет ветер, ты поверь. Прочитал стихотворение и старший сын Рамзана Кадырова Ахмат. Здесь же прозвучал известный нашид, воспевающий любовь к Всевышнему и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Исполнила его уже прославившаяся своим талантом Хутмат Кадырова вместе с односельчанкой Лейлой Алхановой. Творческие номера здесь были представлены самые разные. В стороне не остаются и сами выпускники. Они вместе с учениками младших классов исполнили песню о героях, благодаря которым Чеченская Республика стала стабильным и развивающимся регионом России. И как же последний звонок без символических подарков? Над подготовкой торжественного мероприятия организаторы постарались. В программу вошли музыкальные, танцевальные и театрализованные номера. На корабле знаний и 3 сыновей главы республики у штурвала Адам Кадыров, который подошел к роли капитана со всей серьезностью. Не менее зрелищной стала и зажигательная лезгинка в исполнении капитана корабля. Эти фотографии станут не только памятными, но и историческими. На снимках вместе с выпускниками глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Кадыров. Виновники торжества выпустили в небо разноцветные шары, как символ прощания с детством и начала взрослой жизни с новыми возможностями и перспективами.
Последний звонок прозвучал и для выпускников Центороевской школы номер 2. Здесь также собрались видные общественные и государственные деятели. Школьниками была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие не только выпускники, но и первоклашки. Каждая линейка в каждой школе республики прошла по-своему интересной. На улицах до самого вечера можно было встретить молодых юношей и девушек в белых рубашках и символичных красных лентах. Выпускников поздравляли известные деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и политических партий. Прошли торжественные мероприятия и в поселке Долинске. Их учебному процессу не мешали и работы по реконструкции здания. Да и сейчас гул техники заглушается зажигательной лезгинкой. Многие из учеников неоднократно становились победителями различных олимпиад. Уже к 1 сентября ремонтные работы в учреждении будут завершены, и школа сможет принять больше учащихся. С одной стороны и радостно, с другой стороны и тяжело, потому что все-таки школьная пора – это самые счастливые годы, как я считаю. И с другой стороны, все-таки вступление во взрослую жизнь, уже дальше институт и дальнейшая учеба тоже, конечно, радует. Для Ачхой-Мартановской школы номер 4 этот последний звонок стал вдвойне значимым. Учебное учреждение названо в честь героя Советского Союза Сулеймана Хачукаева, который именно здесь провел свои школьные годы. Во дворе заведения установлен теперь и бюст героя. Первый выпускной прошел и в обновленном Бамуте. Во взрослую жизнь здесь проводили 8 человек. Уже завтра у этих ребят пройдут первые экзамены, но в такие моменты забываются все заботы. В Урус-Мартановском районе выпускниками стали 1297 человек. В адрес 11-классников звучали теплые слова поздравлений. Особенно красочно прошли линейки в Гудеремесе. Много благодарных слов звучало и в адрес учителей Шелковского района. Последний звонок прозвучал также в Шалинском и Грозненском районах. Не остались в стороне от праздничных торжеств и высокогорные населенные пункты республики. Мадина Якубова, Джамалай Хаджалиев, Новости 7. Социальные сети в республике стали по большей части генераторами слухов и сплетен. Любое маломальски заметное событие обрастает домыслами и слухами. Явление, несвойственное мусульманскому обществу и чеченскому менталитету, вызывает серьезное беспокойство со стороны руководства республики. Мысли о том, что никто не узнает о первоисточнике компрометирующей информации, порождают чувство вседозволенности. Остается только предполагать, делается это по глупости или злому умыслу. Доля полезной информации по сравнению с количеством сплетен ничтожно мала. Возможно ли наказывать этих людей за распространение дезинформации с точки зрения закона? Вопрос сложный. Однако воспрепятствовать этому долг каждого. Неоднократные призывы перестать распространять необоснованную информацию, а зачастую и откровенную ложь, звучат и от Рамзана Кадырова. Поскольку именно социальные сети способствуют падению морального облика и вербовке молодежи в ряды экстремистов. Кто распространяет вредоносные рассылки и чем это грозит с точки зрения религии и закона, выяснял Магомед Салтамурадов. Так уж сложилось, что любые новости из Чеченской республики, особенно с негативным оттенком, всегда разлетались словно горячие пирожки. Это лакомый кусок для СМИ, при помощи которого можно подпереть хромающий на обе ноги рейтинг. На этой теме некоторые иностранные и российские журналисты сделали себе даже имя. Поэтому Чечня, несмотря на все положительные перемены в регионе, еще остается под прицелом антироссийских сил. И даже когда нет темы для очередной провокации, ее выдумывают на пустом месте, делая из маленькой мыши большого слона. Один из последних примеров – случай в мечети Урус-Мартановского района, когда психически нездоровый мужчина покритиковал власть и сетовал на свою жизнь. После того, как видеоролик попал в интернет, это стало одной из главных тем для обсуждения. Писали и говорили, что этого человека увели силовики и убили, в то время как ничего подобного не имело места быть. Вся ложь о Чеченской республике, что льется с многочисленных СМИ, к сожалению, в большинстве своем полностью проглатывает и население региона. По принципу, если говорят по телевизору и радио, значит все правда. Когда обсуждение из уст переходит в социальные сети, грязи становится еще больше. Сплетни раздуваются, приукрашиваются, и в конечном счете среди населения сеется паника. Общество дезинформируется. За свою практику в качестве адвоката Асхаб Хасханов с такими случаями сталкивался довольно часто. Занимаясь адвокатской деятельностью, порой случается, что то или иное дело, уголовное дело, получает довольно-таки широкий общественный резонанс. И при встрече иногда знакомые спрашивают, а правда, что тот или иной человек по этому уголовному делу оказался убийцей? А правда, что он не виноват, а виноват совсем другой? Я спрашиваю, откуда у вас такие сведения?
А там по WhatsApp гуляет какая-то аудиозапись. Или мне друг скинул какую-то статью, там было так написано. В 9 случаях из 10 эти сведения по большому счету не соответствуют действительности. Как правило, сообщество интернет-сплетников не брезгует даже вмешательством в частную жизнь. Свадьба Нажурда Гучигова и Луизы Гайлабиевой с подачи многочисленных СМИ недавно стала новостью номер 1. Некоторые жители республики, подхватив эту весть, выдумывали и распространяли в соцсетях различные картинки, видео и аудиозаписи, задевающие честь и достоинство человека. Несколько женщин, которые активно муссировали в интернете тему нашумевшей свадьбы, удалось вычислить. Когда их вывели на чистую воду, к ним пришло раскаяние в содеянном. На встрече с главой республики они признались, рассылали свои выдумки, о последствиях не думали. Осознавая вину, просят прощения. Nažīga cundūzli qintīr dolsain. Es docak dīcan, hatstek dīcan. Zuč церчага масяга qintīr dolduokas. Судя по засоренности интернета различными сплетнями и небылицами, складывается мнение, что многие даже не задумываются о возможных последствиях. Клевета на человека или просто вмешательство в его частную жизнь подпадает сразу под несколько статей Гражданского и Уголовного кодекса страны. За распространение заведомо ложных сведений о человеке законом предусмотрено наказание в виде огромного штрафа, а в некоторых случаях даже лишение свободы. Например, 137 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая состоит из нескольких частей, предусматривает уголовную ответственность за сбор, хранение, собирание, распространение или использование сведений о частной жизни человека. И уголовная ответственность, максимальное наказание за совершение этого преступления, данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 6 лет. С религиозной точки зрения, сплетни и клевета на человека – одна из наиболее тягчайших грехов. Даже если какой-то случай, порочащий или очерняющий чью-то репутацию и вправду имеет место быть, ислам и в этой ситуации категорически запрещает разглашение и тем более распространение таких вестей. Цойдил гавел стагидил да лурдаришин. Стагва лурдари Алла хешче идиязат садия стагин. Цукья парду Алла غيبت در стагин тиха дег дицер доцук дицер قيرچو دولشدو. Угура ялшну алейхи салату вассалам кандош қияматтина адам жиргат чудогой турде куду ал. Ялшну мухтбу Алла. По обычаям войнахов за каждое слово, сказанное в адрес человека с древнейших времен, спрос был очень жесткий. И просто так виновники не отделывались, говорит известный чеченский этнограф Саид Магомед Хасиев. Раньше все вопросы решались советом старейшин. Этот институт ослабел. Его нужно возрождать. Институт воеметватвей. Эдла воевоуш долч гергалунш на воуш балахляхай. Массу ауэр югмет швой нислурю. В свете антироссийских настроений в мире не секрет, что против нашей страны ведется информационная война. Распускание слухов и раздувание сплетен – довольно мощное и действенное оружие в этой битве. Поэтому заинтересованные в развале России западные и европейские спецслужбы стараются таким образом расшатать нашу страну и катят бочки по наиболее сильным опорам, на которых она по сути и держится. А люди, которые осознанно или без выкладывают в интернет различные сплетни, по сути дают им новую пищу для этого. Социальные сети, они становятся, с одной стороны, инструментом, с другой стороны, точкой приложения силы, на котором ведется информационная война. То есть как бы полем боя. И если на это поле боя какие-то люди подкидывают боеприпасы там, врагу, грубо говоря, да, который находится в информационном поле, соответственно, они работают на эту вражескую силу. Такой же точки зрения придерживается заместитель муфтия Чечни Рамазан Сатаев. В годы предвоенного хаоса в регионе он занимал ту же должность, что и сейчас. Поэтому хорошо помнит, как такие, казалось бы, поначалу незначительные сплетни в обществе и клевета привели ко Второй Чеченской войне, унесшей сотни тысяч жизней. Dergi want ebi ambol singatan bala as el dichto wan liu qalil do
يوها وين السنجاتم تبع قيرم بوينا ديل يوزو خلاق قيرم بوينا. Действия интернет-мошенников отражаются не только на репутации отдельных личностей, но и на имидже всего региона, считает глава республики. Поэтому нарушителей необходимо наказывать по всей строгости закона, чтобы не было повадно. Doțeg duci se colș khilchi dona zamaralna usheb dona she iskpedivitin cho dona shene. Okkal zamaralna usheb bin halat so shene no treba ta ishu da stan da material dona so do indri shene khirosh. Ugri halat dona wa tabiyesh bolt wa master dona. Da je wa dukhol российский смеш dona da ka internet пользователь sta dona sana поручение шло dona tsara именно в этом давать нужно хала из ревности зависти дона киго что ходит дона а мне ходу он ходу هم дона وي дать по закону вы дин дошло на дона из закон дать можно муабет что ходит дона. События на Ближнем Востоке, которые начинались под маской наведения демократического порядка с подачи США и других европейских стран, привели, как известно, к кровопролитному исходу. Арабская весна развивалась по тому сценарию, что пытаются навязать нам, Чеченской Республике, считает Рамзан Кадыров. Используются те же инструменты и механизмы для дестабилизации ситуации внутри страны. Там тоже обстановку накалили через социальные сети. Шайки дон, специальный институт дон, психологический дон, админ дон, это влияет лишь дон, шей худа дисхаш. А вы нахтаран поддавать по любой мна. Вы таран хора маши бьют от сабах. Вы не هو حال دون, قلدي دوش دون. таран Сирия, Ирак, я دوش دون حال دون. اتبعش يا دوش دون حل. يحل. Вы чулун именно в первую очередь Кавказия или регион школ Чеченской Республики еще не Россия хочу хабор бош будас. Сюда тагана элдит даржашвиг. Мол наш дух швиг, мол мадих так он не соображает. Наркотик юг швиг. Что то я залдовал дешь кусок вы о мостов. Один раз предупреждаем, на второй раз наказываем, Казахстан. Демократия вою закон ولا ردي اشدم يلدلو ما ويدو نو خلق يعط وان باقيت ويو يشيس. Начнем с Грозного. Глава республики поручил силовым структурам провести ряд мероприятий по выявлению нарушителей прав и законов и совместно с богословами провести разъяснительную работу с населением. Противостоять информационному натиску должны, как считает Рамзан Кадыров, и региональные СМИ. Своими взглядами на этот счет Рамзан Кадыров поделился с министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым и директорами региональных телеканалов. دخ ناخ بيتنا ساعات تديوت ساعات تجوت ساعات بودا بيس تديات ليش نتعامدوا ان ودن يحلوت تشول يو بكنا ليش نا يو بولدون شغل سيدان هو تغنا يناخ كيت ورقي وريح ويبوق صوبك بيش بدون. У некоторых СМИ Чеченской Республики рейтинг не самый высокий, поэтому глава республики поручил министру печати и информации разработать план, который улучшит механизм деятельности чеченских СМИ, чтобы получше доносить до людей правду. Основные удары в информационной войне антироссийские силы нацеливают на главу Чеченской Республики. Это своеобразная месть Рамзану Кадырову, чья твердая позиция по отношению к Европе и Западу им категорически не нравится. Поэтому все события так или иначе стараются связать с его именем. Есть такое понятие медиамаркер, да, когда в отношении уже средства массовой информации обозначили какую-то там территорию или область, или там еще понятие какое-то определенным клише присвоили. Вот так это произошло со временем с Чеченской Республикой. Мы с большим трудом меняем это общественное мнение в мире, но, к сожалению, пока оно еще остается где-то таковым, и поэтому спецслужбы очень легко пользуются вот этими самыми наработанными клише какими-то десятилетиями и пытаются каждый раз привязать какие-либо рода факты. Они пытаются привязать к Чеченской Республике, к руководству Чеченской Республики с тем, чтобы, в общем-то, в итоге получить такой негативный имидж и республики, и страны, в целом Российской Федерации, и руководства и республики, и страны.
Активно тему Чечни муссирует «Эхо Москвы», «Новая газета», «Ньюс.ру», «Дождь» и «Кавказский узел». Чтобы узнать мнение людей по поводу направленности этих либеральных ресурсов, информационное агентство «Грозный Информ» проводит на своем сайте социологический опрос. Абсолютное большинство опрошенных считает, что их деятельность антигосударственная. Информационное агентство «Чеченская республика сегодня» поставило этот вопрос таким образом. Кем, на ваш взгляд, является главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов? Хотелось бы нам узнать, как относятся люди именно к Венедиктову. Вот, знаешь, потому что мы считаем, что именно он является первой скрипкой и рупором вот в этой античеченской и антигосударственной его работе и его ресурса «Эхо Москвы». К концу месяца результаты соцопросов после анализа будут опубликованы на сайтах Информагент. Кстати, голосовать могут не только жители Чеченской республики, но и все, кто желает. Ну а тем временем и в самой радиостанции наметился раскол. С нынешней политикой «Эхо» не согласны и некоторые его же сотрудники. Сегодня стало известно об уходе из компании Сергея Корзуна, основателя и первого главного редактора «Эхо Москвы». Свое решение он объяснил тем, что его детище уже не то, что раньше. Того «Эхо», которое мы начинали в 90-м, не стало. Организм еще работает, но смерть мозга уже наступила. Поводом ухода Корзуна стали публикации помощника главного редактора радиостанции Леси Рябцевой, в которых она довольно грубо высказывается об оппозиции и своих коллегах. Уже по этому случаю можно судить о том, какие люди работают в радиостанции и стоит ли вообще доверять их информации. И вряд ли это СМИ можно назвать независимым. Интернет довольно часто становится причиной многочисленных разногласий и сплетен в обществе. Почему люди не учатся на собственных ошибках и, наступая на одни и те же грабли, до сих пор вмешиваются в чью-то жизнь, пытаются очернить чью-то репутацию, даже там, где все в порядке, непонятно. Может, хватит быть куклами на арене, где идет игра против твоей родины? Давно бы пора призадуматься и остановиться, пока еще дело не дошло до закона, который, как известно, суров к правонарушителям. Магомед Салтмурадов, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Ислам Цамаев. Новости 7. Тема школ на минувшей неделе поднималась не раз, и очередным поводом стало дошедшее до Рамзана Кадырова сообщение о том, что образовательных учреждениях занимается сбором средств на самые разные нужды. Начиная от ремонта учреждения, заканчивая подарками для учителей. Выяснить, так ли это, глава республики решил на встрече с министром образования и науки Чеченской республики и руководителем комитета по дошкольному образованию. Разбирательство привело к увольнениям и выговорам. Предупредили и руководители ведомств республики, ни на какие нужды не могут взиматься средства с учащихся, рассказывает Мадина Якубова. Последние учебные дни. Для выпускников впереди волнительный период сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. А других учеников ждут каникулы, отдых, лагерь, купальный сезон и много интересного. За эти парты ребята вернутся только через 3 месяца. По традиции их встретят свежеокрашенные и побеленные классы. Косметический ремонт в школах еще не начался, однако эта тема уже стала одной из самых обсуждаемых. Главе республики поступило очередное сообщение от жителей. Родители жалуются на поборы в школах. На нужды учебного заведения с каждого ребенка, по их словам, постоянно требуют деньги. А если в семье несколько учащихся, то это выходит в круглую сумму. Tehát szívemskulés, tehát a viccelég is ilyesséj, de remont ilyes, zíz, partet, zíz, borhat, szum, palazsén, kol eldon. Információ, szum, adminisztráció, bohaver, hájjel, de rádon, szum, şu xat láslik, şu dona, şu xayet láslik, na xayet láslik, dona. Была Рабзан Ахматович, у меня небольшая просьба. Пожалуйста, примите меры в нашу школу, бах. Нам больше некого обратиться, бах. Экспериментальный класс 1000 рублей. Подготовленный класс от 2 до 3 тысяч рублей. Ремонт школы 300 рублей. Экзамены от 500 до 1500 дон, а то и больше, бах. И это все подарки для учителя, бах. А сколько еще по мелочам требуют, типа на нужды до школы, бах. У нас нет таких денег, бах. Мы еле живем на одну зарплату, а ведь у многих, дон, по 5-6 детей, бах. Рамзан Кадыров сразу же дал поручение провести проверку по обращению жительницы Джалки, которая рассказала, что директор школы номер 1 собрал с учеников около 700 тысяч рублей. Руководитель учебного заведения после проведенной проверки снят с должности. Руководитель ссылался на то, что этим занимались родители. Значит, дано поручение руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в общем-то, возвратить деньги родителям. Это, я надеюсь, уже сделано.
Учитель или директор не имеют права брать деньги с учащихся, отметил Рамзан Кадыров. Если таковые факты выявлены, то в первую очередь необходимо обращаться к руководству школы, в районо или Министерство образования, а не выносить на обсуждение в социальные сети проблему, которую может решить профильное ведомство. То же самое касается и детских садов. Однако в большинстве случаев с инициативой собрать деньги на то или иное мероприятие выступают сами родители, которые хотят улучшить условия обучения или же организовать детям поход в культурный объект. По закону родительский комитет имеет право вносить и реализовать такие предложения. Несогласные могут просто обсудить нецелесообразность действий и способствовать отмене принятого решения родительским комитетом. В 273-м законе об образовании в Российской Федерации, значит, прописано, что родители полноценно участвуют в образовательном процессе каждого образовательного учреждения. Это значит не только, допустим, они занимаются учебно-воспитательным процессом, они занимаются и подготовкой образовательного учреждения к началу нового учебного года. В функциях родительского комитета не только оказывать содействие в проведении классных мероприятий, но и контролировать организацию качества питания учащихся и медицинского обслуживания. Например, в Грозненской гимназии номер 7 родители принимают активное участие в учебном и воспитательном процессе. В этом году не раз собирали деньги, но о ремонте беспокоиться не приходилось. В мэрию города еще в марте директорам подана заявка о необходимости провести косметический ремонт и приобрести новую школьную мебель. Бывает, что родительские комитеты организуют сбор денег именно в классах. Это для посещения или дополнительного вывоза детей в цирк, театры. Обязательно мы вывозим детей в зиярты, но это согласовывается со всеми родителями. Никто не принуждал к этому. Это только по согласию родителей. Косметический ремонт силами властей в этом году будет проведен во всех общеобразовательных учреждениях. Это 450 школ. Также планируют открыть 27 учебных заведений, 8 из которых примут школьников с началом учебного года. Говоря о детских садах, стоит отметить, что вопросу дошкольного образования руководством республики уделяется не меньшее внимание. В Чечне только за 2014 и 2015 годы открыты более 50 дошкольных объектов. В их числе и детский сад «Сказка». Он один из образцовых не только в республике, но и по стране. Как отмечает заведующая, такой высокий статус требует двойной отдачи от всего персонала. Это касается не только воспитательной части, но и техническо-санитарного состояния здания. Субботники здесь проводятся регулярно. Благоустраивается прилегающая территория. Несмотря на идеальную чистоту, текущий ремонт все же будет проведен. Вообще не в наших правилах обращаться к родителям. Мы в категорической форме, я запретила делать какие-то сборы денежные в категорической форме. Мы получаем очень большую поддержку со стороны своего учредителя, комитета правительства по дошкольному образованию. Вот. В каких-то ситуациях сами выходим из положения. Хима Сусаева отмечает, что некоторые родители изъявляют желание что-то подарить детскому саду. Это право остается за ними и только на добровольной основе. Однако в некоторых дошкольных учреждениях, как и в школах, происходят инциденты с поборами. Например, в саду «Солнышко» Наурского района собирали деньги на выпускной. И, как выяснилось позже, ни заведующая заведением, ни начальник управления образования муниципалитета о происходящем не знали. Сбор денег объявила мама одного из воспитанников, представляющая родительский комитет. В приложении WhatsApp в общей группе она стала требовать по 1000 рублей с каждого ребенка. Однако не у всех нашлась такая сумма, из-за чего женщина из родительского комитета даже пошла на конфликт. Я ей нормально объясняю, харм не хаится, тем более торжественно, часть стоял, чем я своего мальчика заберу, он не будет дальше здесь находиться, социалу реализуется. Она начала возмущаться, начала меня унижать перед всеми, такими заявлениями, что беднее тебя принесли, я ей говорю, а хочу 500 или дать, или я взяла эти 500 рублей, ушла домой.
Состоятельные мамы забывают учитывать возможности других. Идея организовать пышный банкет для малышей чуть ли не с оркестром не должна осуществляться на территории детского сада, отмечает помощник главы республики по дошкольному образованию Зарган Кадырова на встрече с руководителями детсадов. Все учреждения региона укомплектованы необходимой мебелью, техникой, спортивным и музыкальным оборудованием. Самодеятельность некоторых взрослых в вопросах сбора денег выливается в жалобу в Инстаграм, и у миллионных подписчиков главы региона складывается мнение, что воспитатели и учителя занимаются взяточничеством. При возникновении любых конфликтных ситуаций, жалоб или предложений по улучшению работы садов Зарган Кадырова призывает обращаться непосредственно в Комитет по дошкольному образованию либо в Департамент дошкольных учреждений мэрии Грозного. Всю необходимую информацию можно получить и на сайте ведомств или на страничках дошколят в Инстаграм. Во всех садах вывешены и телефоны горячей линии. Каждый случай обращения будет рассмотрен. Что касается приобретения каких-либо товаров для нужд садов, то заведующие могут обратиться с заявкой в Комитет по дошкольному образованию. А родители, которые желают преподнести своему ребенку особый подарок в день выпускного, могут сделать это за пределами детского сада. Мадина Якубова, Магомед Сулейманов, Новости 7. А теперь о других важных событиях минувшей недели в нашей рубрике «Экспрессия». На неделе в Шали прошло торжественное открытие нового дворца культуры. Его строительство началось в апреле прошлого года. Теперь к услугам жителей района концертные, банкетные залы, кинотеатр, библиотека и интернет-клуб. Выступая на церемонии, глава республики отметил, что это только начало больших преобразований в городе Шали. Достоинство новой сцены Шалинского дворца культуры оценили участники телевизионного проекта «Син Мехалш». А праздничный день для шалинцев завершился приятным сюрпризом. Перед дворцом культуры детвору ждали подарки от общественного фонда имени Кадырова. На неделе стало известно имя нового руководителя временной оперативной группировки отделов и подразделений МВД России на Северном Кавказе. Им стал полковник полиции Владимир Алай. Главе республики его представил начальник государственного управления МВД по СКФО Сергей Ченчик. До назначения на эту должность он занимал пост заместителя начальника Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Алая с назначением. Как отметил глава региона, главное в деле обеспечения безопасности на Северном Кавказе – это взаимодействие всех структур СКФО. На неделе Рамзан Кадыров проинспектировал новую ветку дороги, соединяющую населенные пункты Кашкильды и Сагунты. Трасса сейчас в активной фазе строительства. Рабочие уложили уже несколько километров асфальта. Рамзан Кадыров пообщался с дорожниками и даже принял участие в процессе укладки. Сама дорога напрямую ведет к зиярту великого шейха Ташухаджи и сокращает прежний путь на 20 километров. Рамзан Кадыров отметил значимость проекта, который позволит с удобством добраться до святых мест. В Москве на неделе прошел большой вечер профессионального бокса. Поболеть за российских атлетов в качестве почетного гостя приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди вышедших на ринг боксеров и чеченский спортсмен Рамзан Байсаров, у которого в этот вечер был дебютный бой на профессиональном ринге против Андрея Полякова, который уже имеет за своими плечами немалый опыт. После тяжелых 4 раундов единогласным решением судей победу одержал Рамзан Байсаров. Выиграл свой поединок и Рахим Чахкеев из Ингушетии. В бою за титул чемпиона мира по версии ABO в первом тяжелом весе он встретился с джуниором Энтони Райтом из США. Российский спортсмен уже на 8-м раунде точным ударом в печень нокаутировал своего соперника. Но самый главный бой вечера стал и самым коротким. Поединок между Александром Поветкиным и Майклом Пересом в супертяжелом весе любители бокса ждали давно. В середине первого раунда российский боксер отправил нокаут своего противника. Рамзан Кадыров в интервью известному комментатору Дмитрию Губернию отметил высокий профессионализм боксеров. Приятной новостью на этой неделе для жителей Сунжинского района стало то, что в селении Серноводск построят мечеть на 2500 молящихся. Закладка капсулы состоялась во главе с Рамзаном Кадыровым. Еще в 2013 году, когда он был объявлен годом Сунжинского района, здесь произошли большие перемены. Местность преобразилась буквально на глазах. Появились многочисленные социальные и административные объекты и, соответственно, рабочие места.
В ходе визита глава республики посетил и завод по розливу минеральных вод. О преобразованиях нынешних, будущих и новых возможностях района. Ваид Дадаев. С этой точки на Сунжинском хребте муниципалитет как на ладони. Глава района наглядно показывает, где и какие перемены произошли за последние годы. А начались они с масштабного строительства ГОТ Сунжинского района в 2013 году. Еще пару лет назад муниципалитет жил с насущными проблемами. В аварийном состоянии были коммуникации, детские сады находились в приспособленных помещениях, остро стоял вопрос безработицы. 4 детских садов. Со строительством этих детских садов у нас и решился вопрос очередности детей. У нас идет сейчас на данный момент активное строительство на 800 мест станицы Асинской школы. Сейчас уже заканчивается строительство участковых больниц и поликлиники. У нас 95% всех коммуникаций заменены на новые сети, проложены все электрические сети уже новые, заменены все трансформаторные узлы. Если раньше, чтобы провести досуг, молодые люди чаще ездили в столицу республики, то теперь в родном Серноводском есть свой торгово-развлекательный центр. Помимо уютного кафе, здесь имеются магазины, бильярд, 5D-аттракцион и игровые автоматы. Занятия по душе смогут найти и самые маленькие посетители. Для них работает парк аттракционов. Ну а для тех, кто отдыху предпочитает физические нагрузки, работает фитнес-центр с современными тренажерами. Обычно после работы уже приходят, в основном молодежь приходит. А так днем бывает, что приходят и дети с родителями, бывают, которые посещают наши карусели и игровые автоматы. И в обед у нас посещают люди, которые работают вообще в районе. Они приходят к нам в кафе питаться и обедают у нас. Судя по тому, насколько заполнен спортивный комплекс в будний день, можно понять, что активное времяпровождение здесь любимый вид досуга. Для удобства местной молодежи спортивный комплекс не закрывает допоздна. Спортивные залы и площадки Серноводского обеспечивают возможностью заняться спортом до 1000 человек. У нас занимаются по 4 секциям. Это вольная борьба, классическая, тайский бокс и кикбоксинг. Именно в этих секциях систематически занимаются 208 человек у нас. Именно по указанию нашего министра и главы района мы именно с 8 до 11, до 12 часов именно делаем так, чтобы наш зал был доступным для именно незанятой части населения, в частности для молодежи. Особое внимание в районе уделяют духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. На этой неделе жителей Сунжинского муниципалитета постигла радостная новость. По поручению Рамзана Кадырова в райцентре будет построена большая мечеть, рассчитанная на 2500 молящихся. В торжественной церемонии закладки капсулы принял участие сам глава региона. Weerspel nachtdagen, dik nachtbouw, juist nachtbouw, gelijk nachtbouw, dienst bij dus nachtbouw. Nachtbouw en dan schouw en maar gaan dan. Dus dat kan magisch, schies ik ook sceptisch dan magisch sterren. Dat kan je dan magisch dan. In het centrum dan, je dat laat je dan. Dat kan zien dan, get toen naar dus alle dan. Schil magisch dat kan. Wat je al maar gaan dan wat je na heel dus dan. Zo dan wel ga je dat. Ook aan zo'n deel wij daar maar dan. شندوش توصيف كان مصنعش نوعنا دي ده نيتنا مفتي سالة حاجنا وقاعدش دي خدرش نوعنا هي واش نيتها إيش نيتنا حدا إحنا ده مرعونا طبعا بعد ولينا يلا سيخد أنا خذ ماجدي لا خذ يختري توريوش خذ أراي ونا سنتر خذ يشتون الله مختار بعد يعبر في وين ده مصوش من رد وين ده أنا ماجك شدوا وينا ماجك daar toezet alleen dan, daar iemand wil, daar gaan we je weer magisch dat door dat, magisch van nachtelijk, magisch van bosbol nachtelijk, daar wat alle wat doorstaan, dienstbaar doorstaan, ween is magisch gedaan, tja, hier dan dus volgens tegen niets heb ik, zo bin daar zo een schier doorstaan, oraan ijs dan zo dan, maar niets is er, bij mij zonder te lezen maar zo dan. Dat is dan dus niets dan na een dood iets zeggen, zo'n dood zullen doen. Want je weer in binnen dan, meisje nacht dus. Hadden we het meisje dus boos aan. Na, wat je weg nog bijvoorbeeld met ramba aan dus weer heel dus zullen.
Cerdona, vagy most, kinci don, dünyancsal is lakás metadona, vagy a modellszlom marszadona. Egyedül is nádős, vagy és lakás metad célén dőre. És a buch most hadisztó. Hát szündel és lakás metad célén stum. Глава администрации Сунжинского района Муса Ханариков от лица всех жителей поблагодарил Рамзана Кадырова за оказываемое муниципалитету внимание. Дух больше бенир апуза. Так, ера делца ду. Ой макадина цаш. Хиолч регионшка ахдеш междик зирч والمسان гина. Сон беги окрей он баха поштарх окбаки чецарх. Он дагад баркал дерис хил анар. Да мола ох тайш. Ахмел динак ахмел лидинак. Илила дештун сидеш. Да мола Ахмад Хаж. В саму капсулу вложили текст с обращением для потомков. После чтения дуа – торжественная закладка. Таким образом, очередной визит главы республики в село Серноводское ознаменован продолжением развития района. Не прошло и 2 дней, а процесс уже начат. Полным ходом идут замеры под котлован. Глава республики в ходе своего визита посетил и завод по производству минеральных вод. О его деятельности рассказал директор предприятия. Единственный экспортер пищевой продукции в республике с каждым годом расширяет производство. Допустим, относительно продажи за 4,5 месяца 2014 года, 2015 года продажи выросли на 30%, да, выручка выросла на 30%. Хински, погоншно, закашелш, и курс хител, что интересно, вот самая продукция. То хавюнчик, это февраля выставки да что. С февраля выставки да инзери, что дик результат, да. Кремя, это амфиду, что Челябинск, Казахстан, как летом сандаш, ну, да, быстро на латесте, вот твой. ما يحبي دعان. Да, вот интервью, погода, да, мы говорили, ля, чем да ты что, что да, мы па. Сам خدوا تاع شيء ده. Дикнес, воймел, дикнес, ха, вот это. Там будет друзья. Летом, место, полностью, дне, массага, порта, летом, са'a овча. Ой, марк, хада, бьешь, да, включай банан. Директор Алихан Дергизов показывает нам весь процесс производства. Здесь все автоматизировано. Самый современный конвейер позволяет выпускать до 20 миллионов бутылок в год. Но в этом цифру намерены довести до 50 миллионов. Из более чем 250 сотрудников большинство выпускники нефтяного университета. То есть предприятие решает и задачу трудоустройства молодежи. Как бы выход на проектную мощность рассчитан на 3 года. То есть это первый год, 15-й. В этом году мы планируем освоить 1/3 этих возможностей, то есть 50 миллионов бутылок в этом году. Такую продукцию, по крайней мере, как минимум в Южном федеральном округе, никто безалкогольную продукцию без консервантов, кроме нас, не выпускает. Без консервантов это все достигается за счет высокого качества оборудования, там, специальной технологии. Визит главы региона Рамзана Кадырова не обошелся и без посещения курортного комплекса Серноводск-Кавказский. Целебные воды и живописная местность еще с советских времен привлекали тысячи отдыхающих. Посетители курорта получают профессиональное лечение самого широкого спектра заболеваний. Для самого Сунжинского района курорт имеет особое значение. Есть перспектива развития туристического направления. В нашем санатории отдыхает 122 человека. Это не только жители нашей республики, нашего региона, но и представители со всех республик и других городов России. Каждый выходной день у нас выезжает машина отсюда, и мы проводим экскурсию по всей республике. Очень большое значение имеет климатотерапия. Даже в первое время, когда я приехала, я не могла надышаться этим воздухом, который здесь. Я думаю, точно так же это чувствуют наши отдыхающие. Пациентка курорта Серноводск-Кавказский Лариса Васильевна Безукладова рассказывает, что была здесь 46 лет назад. Узнав в интернете про возможность отдохнуть в Серноводске, она вместе с супругом не упустила такой возможности. Они охотно делятся впечатлениями.
Первый раз в санатории Серноводск я была в 1969 году. Как комсомолка, студентка получила в награду эту путевку. Я была очень шокирована приемом чеченского народа, как ко мне все хорошо отнеслись, и потом всю жизнь мечтала снова побывать в этом санатории. Очень нравится, честно говорю, от души, не кривля душой, вот напрямую говорю, что очень нравится. Мы гуляем здесь, вот. Мы были во многих санаториях, и за границей были, вот, и по Украине ездили, вот, и нам здесь нравится больше. Не отстает от других сфер и сельское хозяйство. Развитие аграрного сектора налицо. Люди стали больше работать на земле, особенно в свете западных санкций. У нас по госхозам проходит 1750 гектаров ярового клина. И по крестьянским фермерским хозяйствам у нас засеяно около 2800 гектаров. Ну, в общем, около 5000 гектаров у нас яровой посев уже завершен. В основном идет овес, кукуруза, подсолнечник. И самое главное, что в этом году у нас засеяно овощными культурами, где-то 50 гектаров засеяно овощными культурами. При уборке урожая мы можем обеспечить и трудовыми ресурсами, чтобы люди могли выйти на работу. Это временно рабочими можно быть, человек 50-60 мы можем обеспечить работу. Оглядывая свой родной муниципалитет с высоты хребта, на котором расположена известная беседка, глава района вспоминает, как все начиналось. За последние 2 года построен ряд важных социальных объектов, благодаря чему вопрос безработицы перестал быть острым, как прежде. Сунжинский район – один из самых динамично развивающихся муниципалитетов республики. Из года в год он преображается благодаря открытию новых объектов. И, судя по всему, впереди у местного населения еще много положительных изменений. Ваид Дадаев, Магомед Мударов и Ислам Цамаев. Новости 7. У нас в гостях региональный менеджер компании «Чеченские минеральные воды» Руслан Умалатов. Да, Маршал. Продукция компании «Серноводск» практически вытеснила конкурентов. Чем обусловлен такой спрос? Ну, я бы не сказал, что мы прямо уж всех вытеснили. Спрос обусловлен, конечно же, высоким качеством нашей продукции. А какой ассортимент выпускается на заводе? И намерены ли вы его расширить в ближайшее время или уже дальше некуда? На сегодняшний день мы выпускаем продукцию более 60 наименований в нашей продукции, есть уже. Конечно, это как минеральная вода, питьевые воды, также и газированные напитки марки «Стом». В этом году мы запустили и активно разливаем и активно продвигаем на рынок продукцию, эксклюзивную, можно сказать, продукцию на рынке. Это соки и нектары, натуральные соки и нектары в упаковке ПЭТ. Также, конечно, мы планируем в ближайшее время выпустить новую линейку чаев холодных. Также планируем выпустить сокосодержащие напитки и ароматизированные воды в упаковке «Спорткап». А что влияет на показатель качества? На показатель качества влияет, конечно же, в первую очередь то, что мы разливаем нашу продукцию на родной нашей горной воде. И немаловажную роль, конечно же, играют ингредиенты, которые мы закупаем, лучшие ингредиенты, которые есть на нашем рынке. И, конечно же, мы разливаем нашу продукцию без консервантов на сахарном сиропе. Увеличился ли спрос на продукцию с последними изменениями конъюнктуры рынка, с введением санкций? И куда сбывается продукция помимо Чеченской Республики? Безусловно, спрос растет каждый день. Можно сказать, что санкции нам даже на руку, мы стали продавать больше. На сегодняшний день мы представлены в более 30 регионах по России, включая Крым. А также мы представлены в Казахстане и пользуемся хорошим спросом. В ходе визита главы Чеченской Республики на завод было сказано о том, что увеличилось количество рабочих мест. Хотелось бы узнать, за счет чего, может, были увеличены мощности? Да, непосредственно в этом году мы установили и начали разливать нектары и соки натуральные. И количество рабочих мест, конечно, увеличилось за счет установки новых линий розлива. Ну и в конце, наверное, хотелось бы узнать о планах в ходе визита Рамзана Кадырова. Они показались нам довольно амбициозными. Ну, планы, конечно, у нас амбициозны, но
я считаю, что без этого и жизнь, и работа была бы неинтересна. Надо стремиться к лучшему. Но в этом году мы, конечно, в наших планах охватить все регионы России и бывшего СНГ. Начиная, конечно же, с Чеченской Республики, Северо-Кавказского федерального округа и дальше. Мы вам желаем удачи и благодарим за интервью. Я напомню, у нас в гостях был региональный менеджер компании «Чеченские минеральные воды» Руслан Мулатов. А мы продолжаем выпуск. В стране отметили День славянской письменности и культуры. Во многих городах России прошли концерты. В торжественных мероприятиях приняли участие ведущие российские академические и народные хоровые коллективы. Впервые в этом году празднования в столице Чечни прошли с прямыми включениями у Красной площади в Москве. Участие в торжествах, происходящих в Грозном, приняли многочисленные детские музыкальные коллективы, симфонические и военные оркестры. Ну а какое произведение и кем исполненное услышали на всю страну, расскажет Дагмара Касаева. Площадь перед театрально-концертным залом сегодня окрасилась в черно-белые цвета. 1000 одаренных ребят из разных музыкальных школ и вокальных коллективов республики составили большой сводный хор, чтобы выступить в день празднования славянской письменности и культуры. В концертной программе также принимают участие симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова и военный оркестр внутренних войск МВД России. Мы пригласили еще большой состав медных инструментов из армии, поскольку у Чайковского в увертюре 1812 год, там очень большой состав, и мы сами не справились бы, поэтому они нам пошли навстречу. Большой праздник начался с исполнения оркестровой увертюры из кинофильма «Время вперед» Георгия Свиридова, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. После этого вокальная группа ансамбля «Песни и пляски внутренних войск МВД России» исполнила гимн святым Кириллу и Мефодию, которые в 862 году составили славянскую азбуку и перевели с греческого языка богослужебные книги. Что уж совсем удивило зрителей, так это исполнение солистской ансамбля народной песни Нуржовхара Айшат Махмедмирзаевой песни «Гляжу в озера синие». С поставленной задачей девушка справилась успешно. Позже из-за жаркой погоды организаторы праздника сделали небольшой антракт, во время которого от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова всех участников хора угостили мороженым. Во время небольшой передышки школьники признались, что для них это самое волнительное и ответственное выступление. Мы много раз на этой площади собирались, готовились, репетировали наши песни. Сегодня мы исполняем 5 песен. Это «Прекрасное далеко», «Солнечный круг», «Нам не нужна война», «14 минут до старта» и «Славься наш могучий край». День славянской письменности – это не только праздник русской национальной культуры, но и праздник славянского единства и дружбы всех народов, проживающих в России. Поэтому помимо детских песен здесь звучали и композиции военных лет, объединившие большую страну в годы Великой Отечественной войны. Популярную советскую песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова зрители слушали стоя и сопровождали несмолкаемыми аплодисментами. Продолжая тему военных лет, солист филармонии имени Шахбулатова выступил с ретро-песней «Сережка с малой Бронны», а детская студия «Ихсан» исполнила, пожалуй, одну из самых удачных и лучших мелодий о Москве. Ключевая музыкальная тема праздника советских трудящихся и сейчас живет в сердцах тысяч россиян. Песня о молодости, успешном строительстве новой жизни и защите Родины была тепло встречена грозницами. В этом году наряду с Хабаровском, Казанью и Псковом впервые Грозный вошел в число городов, в которых проходит празднование Дня славянской письменности с прямым включением в основные торжества на Красной площади. Москвичи и жители столицы ровно в полдень наблюдали за выступлением грозненцев с песней «Пусть всегда будет солнце».
В финале праздника симфонический оркестр вместе с военным оркестром исполнили торжественную увертюру Петра Чайковского «1812 год». Произведение описывает вторжение армии Наполеона в Россию и сражение под Можайском, когда обе стороны понесли огромные потери. Но тем не менее Наполеону удалось занять Москву. Однако благодаря храбрости русских воинов полководец был вынужден отступить и с позором бежать из России. В завершение праздника перед собравшимися на площади выступил министр культуры Хошбау Дидаев. Первое, чем он интересовался, это самочувствием детей. Не устали ли они за время такого большого праздника? كيس حسيل قوي وطغن عليش طغنا وبيش بابا اهتو بوي وبيش ووشتير سيل مرشا خزا يوين سندل وش خز دول بلبل جهوقات بابيش حقن حامد يش حقن حيخة يش بابيشي وقاني سيل كليو. Хошбау Дидаев поблагодарил каждого участника концерта. Однако слова благодарности в адрес главы Чеченской Республики за возможность проведения таких масштабных празднеств воспитанники музыкальных школ и их родители встречали дружными аплодисментами. Хочется поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова от имени нас всех вместе за то сегодняшнее красивое, настоящее финал, светлое будущее, которое у нас будет. Дагмара Касаева, Адам Чекуев, Жамлаил Хаджилиев. Новости 7. На этой неделе на должность главы администрации Грозненского муниципального района назначен Бекхан Хасеев. Путем тайного голосования его избрал Совет депутатов. После утверждения на новом посту он назвал главные задачи, которые намерены решить для создания условий в населенных пунктах. Какие именно глава района рассказал нам в своем отдельном интервью. Как мы сейчас можем наблюдать, под вашим руководством довольно обширная территория, начиная с Толстовюрта, Петропавловской, Первомайской, поселка Долинский, заканчивая Ирыш-Мардынскими и Чешкинскими сельскими поселениями. Все населенные пункты находятся в разных частях республики, примыкающих к Грозному. И за тот небольшой промежуток времени вашего назначения вы успели ознакомиться с проблемами, нуждами хотя бы части из них? Ну, дело в том, что первый мой выезд был сразу же в поселок Долинский, где, мы знаем, ведутся восстановительные работы, огромная стройплощадка. И после ознакомления со следующего дня я проехал почти все населенные пункты в течение 3 последующих дней, все населенные пункты веренного мне района, где 25 сельских муниципальных образований и 39 населенных пунктов. Практически я побывал во всех населенных пунктах, где ознакомился с чаяниями, с проблемами тех жителей, которые проживают в этих населенных пунктах. Как вы намерены выстроить свою работу, чтобы она была более эффективной? Дело в том, что я, начиная со своей администрации, начинаю проводить ротацию среди кадров. Проехав по всем населенным пунктам, я в тесном контакте с главами местных образований пытаюсь наладить взаимодействие так, чтобы улучшить работу и в конечном итоге, чтобы это все сказалось на улучшении жизни тех людей, которые живут в этих населенных пунктах. Ваш муниципалитет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В момент своего назначения вы также отметили, что основной акцент будет сделан на развитие агропромышленного комплекса. Какие планы у вас на этот счет? Дело в том, что у нас есть тактические, стратегические задачи. Бытность еще в советские времена, если память не изменяет, я помню, что более 30 центнеров с гектара мы получали урожай. Я думаю, что привлекая инвестиции, привлекая хороший профессиональный потенциал как внутри республики, на тесном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и привлекая специалистов извне, я думаю, что мы добьемся больших результатов в агропромышленном комплексе. Есть мысли по поводу того, чтобы мы в конечном итоге могли здесь у себя на месте перерабатывать сельхозпродукцию, тем самым создавая рабочие места, создавая возможность развиваться агропромышленному комплексу. Одной из важных и сложных задач является привлечение инвестиций. Как вы намерены ее решать? Я имел общение не только в сфере бизнеса с людьми, в сфере политики. Я думаю, что тот опыт, который у меня есть
за последние годы я постараюсь максимально использовать и привлечь инвесторов на нашу стройплощадку, нашу республику, наш Грозненский район. Тем более, я могу сказать, что у нас географически он самый большой в Чеченской республике. Более 140 тысяч гектаров территория района Грозненского. И население 125 тысяч человек. Я думаю, что большой потенциал для того, чтобы создать рабочие места и максимально, чтобы все ведомства были задействованы. Как в одной исторической фразе, некогда сказанной Архимедом: «Дайте мне точку опоры, и мы перевернем землю». Я могу сказать, что при содействии главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы можем решить любые задачи любого характера. Нам все задачи по плечу. А можете назвать населенные пункты, в том числе из числа тех, что мы сейчас видим, которые испытывают, возможно, проблемы с водой, электроснабжением, газоснабжением или другим? Да, действительно, определенные проблемы есть. Это в селении Киньюрт есть проблема с водоснабжением. Я думаю, что в короткие сроки мы эти вопросы снимем. Вот как пример я могу сказать, что в селении Толстоюрт, так называемый новый поселок, испытывал трудности с газоснабжением, где мы уже проложили практически где-то около 3 километров трубы газопроводной. И я думаю, что многие вопросы, как и в других населенных пунктах, мы будем решать и, конечно, будем создавать условия для комфортной жизни населения. Где наиболее остро стоит вопрос с трудоустройством местного населения и как вы намерены его решать? Мы будем максимально пытаться проводить инвестпроекты, создавать рабочие места, создавать спортивные сооружения, где молодые люди могли бы себя максимально проявить во всех направлениях. Мы вам желаем удачи и благодарим за интервью. Баркал, А мы продолжаем выпуск. Восстановительные работы поселка Долинска завершаются. За небольшой промежуток реконструкции рабочие успели не только обновить старые постройки, но и практически завершить новые. Это и здание мечети, администрации, спортивный комплекс и парковая зона. Реконструкция многоэтажек завершена. Новые объекты также идут под кровлю. Благоустраивается прилегающая территория. Идет ремонт дорожного полотна. С инспекцией на минувшей неделе в населенном пункте побывал и Рамзан Кадыров. И лично убедился, от стадии активной застройки населенный пункт перешел к завершению. По словам руководителя оперативного штаба, работы будут завершены с опережением поставленных сроков. Преобразованием в первую очередь бесконечно рады и жители Долинска. Предварительные итоги масштабной реконструкции подвела наш корреспондент Элина Халидова. Пожалуй, это в первый раз, когда народные белхи по восстановлению целого населенного пункта проходят с опережением обозначенного срока ровно наполовину. Причем так качественно. Долинский продолжает удивлять жителей республики темпами, с которыми восстанавливается поселок. Постоянно за ходом строительства следит сам глава Чечни. На неделе Рамзан Кадыров совершил очередную инспекцию в населенный пункт. В основном жилой дома Шурбеловс. На стадии завершения бывает кровельный фасадный белшабек и чахбой. Объекты коммунальной инфраструктуры 90% очень. Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. В целом, если взять в процентном отношении, более 80% Алмегатош хочет. Детский сад мой. Детский сад 80% в Уаплинчахтале. Главе республики показали все объекты, охваченные восстановлением. Поселок от стадии активной застройки переходит к завершению основного объема работ. Что говорит не только о тесном взаимодействии, но и ответственном подходе к поставленным задачам. Как отмечает Рамзан Кадыров, труд участников народного белхи не должен быть напрасным. Людям нужно научиться ценить то, что для них делается, не только самим, но и приучать этому детей. الدنيا نسير لون ده تشدول أدم ديل ريز خلشون دال سي دويلشون حني بتش عتدين الدين ديل دادو دال مس سو وتشم نعال شوية بقى جملة دي زين وين دون ويا غالع دون تادين الدماش دون الميكروفون السلام تومش دماش أو خيخو في دون لغر الشيء يجد عبتك يوه هنا بس يوتعبوت حالتاي الناس الإسلامي على تاي تاي دون هنت أسين في خدمات الناس أبيزات من دونه شاش أو خش تاي يروه دون خبير شو خنوه الأعتداء دون لرتي تعدون يلخذ عيادون قد ماجي دو سبزع لو ديتسكي سادو امبولتوريو شاي دماش دو ديتسكي بلاشاتك شو هيد ولا ديز دون بيش كالريوش باي دا يوتش على يسكو دون دا بيرك دي وين دون
خداجي حاجة غيرش مشتن على أشليلوش تنسقوش داتشون أدمش تسقوشوا وإز قباش أدم تخيلسوا Побеседовал Рамзан Кадыров и с местными детьми, которые его визита всегда ждут с радостью. Глава Чечни обещал им провести в Долинском спортивные соревнования, а также привезти для них подарки. Профессор, доктораж, спортсмен, حافظ كل بيسوي شو هو يتعلم كذا ليش؟ أوه لا ما هو ده شو ديل يا مقص ديل نيادام ما كنت والله مو ده شو خاصيتي شنو خا ها أوفي لا ما يطلع 6 7 8 9 10 هالله كيف ما زال ده يحمل ايه قول لي ها واتكتي يا جدات مثلا 10 الحواوي شو متى das هذا ليش شو لا تبغى ويدان اتكتي يا جدات شويه فين سبيتش ماشينش игрушки мягкие игрушки куколки мостом حيالي ما قدري. Еще немного, и для сотен малышей Долинского откроет свои двери теперь уже полностью отремонтированное здание детского сада. Внешние и внутренние отделочные работы проведены, а во дворе объекта завершена установка оборудования под игровые площадки. Повезло и этим выпускникам, которые отмечают праздник последнего звонка. Его звон в этом году более чем символичен. Ведь провожает он не только ребят во взрослую жизнь. Говорит он «до свидания» и старому облику Долинска. У нас долинский ремонт, школу тоже красиво очень отремонтировали. И исходя из этого, хотелось бы поблагодарить нашего главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Ну а в самой школе сейчас рабочие завершают кладку тротуарной плитки, а так все почти готово. Дело за благоустройством прилегающей территории осталось и во дворе местной амбулатории. Реконструкция объекта почти завершена. Так вид поселка стремительно приобретает новые черты. Более того, реконструкция поселка не оставила в стороне здешнее население. С восстановлением поселка Долинский в жизни его жителей изменится многое. Улучшаются не только жилищные условия. Многие из них по окончании строительства получат постоянную работу. Одновременно завершается строительство объектов социального назначения. Спортивный комплекс, администрация, школа, детский сад, амбулатория – все перечисленные объекты – это еще и дополнительные рабочие места для жителей поселка. Час за часом, день за днем уже гармонично вписались в местную архитектуру новые объекты строительства. Мечеть, которая по завершении работ сможет вместить до 200 человек, уже пошла под кровлю. Внешние отделочные работы идут к окончанию и на здании администрации. Здесь же ведется работа по подключению объектов к инженерным сетям. За этот месяц нами здесь было уложено более 3000 метров подземного газопровода. Шаил газопровод, новый Илшу. Каждому дому подведен новый газопровод. И каждому административному зданию тоже. Султи, 2,5, да, где-то около 2,5 тысяч метров, 2,5 километров. Или капитальном ремонте на главный прилегающий газопровод. Параллельно в поселке ведется асфальтобетонное покрытие дорог. Из 6 километров дорожного полотна сегодня заасфальтировано более 1,5. А самой красивой частью поселка станет въездная арка, которая будет отличаться своим особым дизайном. улицы Джимлака прилегатешь. Парковая зона для отдыха жителей местных. улицы Тинхырёш освещение. Дайса virtual сэг. Но у Алишош улиц улиц дабьёш 1,5 метра шире бош, тротуар бош, с брусчаткой. Если учитывать, что за месяц в Долинске проделано 70% строительно-восстановительных работ, не вызывает сомнений, что участники Народного Белхи успешно и досрочно справятся с задачами. Элина Халидова, Магомед Сулейманов и Абубакар Абазов. Новости 7.
В самом разгаре весенне-полевые работы в республике. Серьезные изменения грядут и в этой сфере. Не так давно назначенный министр сельского хозяйства Александр Ткачев обещает накормить страну без импорта и за 2-3 года обеспечить продовольственную безопасность всей страны. Трудно не поверить, поскольку опыт в этой сфере уже есть. Немалая доля ответственности ложится и на регионы. Так, в Чечне засеянных полей больше, чем в прошлом году. И несмотря на капризы погоды, работа аграриев проделана с опережением графика. Однако проливные дожди благоприятно сказались на увлажнение почвы, ведь зимних осадков практически не было. Впервые в этом году по новой технологии проводится и посадка риса. Способ менее затратный и более рентабельный. В тонкости метода вникала наш корреспондент и выяснила, когда ожидать первых всходов и каким будет урожай в этом году. На 85% поля засеяны и осенью дадут свои урожаи. Аграрии почти завершили работы по посеву яровых культур. Всего в этом году запланирована посадка на площади 101 тысяча гектаров. Из них 89 уже засеяны, что намного больше, чем в прошлом году. Несмотря на погодные условия, мы видим, что через день идут дожди. Это очень сильно повлияло на ход посевной кампании. И тем не менее мы опережаем график работы. Но вместе с тем, конечно, сроки ограничены. До конца, то есть до 25 мая мы должны полностью закончить посев яровых культур, включая основные зерновые и однолетние травы. Пока агрономы надеются, что погода не помешает завершить посевные работы. Помимо яровых, в этом году ожидается неплохой урожай озимых. Только под посевы озимой пшеницы отведены площади более чем 93 тысячи гектаров. Из них 16 тысяч засеяны элитными семенами. Мы закрываем внутренний рынок. Процентов 10-15 у нас идет на мукомольные цели. У нас работает Аргонский комбинат хлебопродуктов, а также есть у нас несколько частных мукомольных комплексов. Один расположен в Старых Атагах. Почти полностью решен вопрос также по воспроизводству семян. Чеченские сельхозтоваропроизводители обеспечены семенным фондом собственного производства. На них наши аграрии возлагают большие надежды, так как выращенные сорта являются устойчивыми к болезням и засухе. Почти завершил посадку яровых культур и госхоз Хангиш-Юртовский. В пользовании хозяйства 860 гектаров земли. Из них 450 отведены под рис, который в этом году впервые сажают по новым китайским технологиям. Этот опыт первый не только в республике, но и в стране. Директор госхоза Тимур Алапаев уверен, новые технологии выращивания помогут значительно увеличить урожайность. Рассадный метод высаживания риса, не то что в России впервые применяется лишь. Очень эффективный метод. На сегодняшний год первый экспериментальный. Мы планируем в этом году 90 центнеров с гектара получить урожай риса. Новая методика выращивания и рассадки риса, хотя и занимает много труда, но более эффективна и выгодна. Если до сих пор семена риса сразу засеивали в землю, то новые технологии позволяют выводить рассаду. Земля сначала распределяется на специальных лотках, поливается водой, после чего сюда высыпают семена. На один такой лоток приходится до 420 семян риса. Затем их накрывают пленкой и содержатся под ней в течение 2 недель, пока не достигнут 15 сантиметров, после чего специальные машины будут их рассаживать в землю. Рис دانه دوخ الخزاش ريس دوشت تغير سوازع ريس دانه اديوها خدوخت شي بيمكش وسيله است تنوتيش حدوخت إنسان دون دا اشتريسه وما قال عادين دولشتو أو خنش أو تاك أستن سانسو وزع وي Новые технологии уже обещают быть востребованной у чеченских аграриев. Если до сих пор на 1 гектар земли нужно было 250 до 280 килограмм семян, то при рассадном методе достаточно 35-40. Это будет и новшество, и для населения новое будет. Раньше как мы прямо выравнивали площадку, засеивали, затопляли водой. После этого получали урожай. А сейчас будут рассаду рассаживать. Таким образом, если не подведет погода, завершить весенне-полевые работы чеченские сельхозтоваропроизводители планируют в срок, чему благоволит не только настрой трудолюбия аграриев, но и новые задачи повышения урожайности на этот год. Лена Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Это были главные события прошедшей недели. Какими их увидели мои коллеги, корреспонденты канала «Грозные». Мы с вами встретимся ровно через неделю. Я с вами прощаюсь. Адикеуш Маршаев.